В Чечне активные боевые действия продолжаются на юге республики, в Аргунском и Веденском ущельях. По данным штаба объединенной группировки российских войск, за минувшие сутки уничтожено 18 опорных пунктов и укрепрайонов боевиков. Но главная задача федеральных сил сегодня – это выявление террористов, которые могут скрываться среди мирного населения. Именно об этом говорил сегодня в Грозном министр внутренних дел Владимир Рушайло. Вместе с ним в Чечню приехал и начальник генерального штаба Анатолий Квашнин. Итак, сегодня, по заявлению командования, войска приступают к третьей и последней фазе завершающего этапа военной операции. Грозный объявлен освобожденным городом, и вся равнинная часть Чечни таким образом передается под контроль МВД, ФСБ, Минюста и прокуратуры. Войска останутся здесь лишь в том количестве, которое будет необходимо для поддержания безопасности. И хотя все прекрасно знают, что боевики, оставшиеся в освобожденных районах под видом мирных жителей, способны на серьезные провокации, это уже становится заботой в первую очередь МВД. Акценты сейчас мы будем смещать. Еще раз, как я уже говорил, в населенных пунктах проводить еще раз более активную работу по зачистке населенных пунктов, выявлению лиц, причастных к действию в рядах незаконных вооруженных формирований. Войсковая операция тем временем фактически полностью переносится в горную часть Чечни. Здесь, по данным командования, сосредоточены крупные силы боевиков количеством до 7 тысяч человек. Никто не говорит, что эта операция будет легкой, но у командования есть целый ряд тактических разработок, тонкостями которой с журналистами пока не делятся. Мы знаем базовые места скопления бандформирований, и прежде всего будет уничтожаться бандформирование в этих районах. А вот каким способом, я вам буду все рассказывать это по факту. Главное, говорят в штабе, боевики теперь не только упали духом, но и реально обезглавлены в своем руководстве. Сегодня стало известно, что в ходе боевых действий убиты не только авторитетные полевые командиры Турпал Атгириев, Леча Дудаев и Хункар Исрапилов, но и бывший вице-президент Чечни Ваха Арсанов. Сроки разгрома бандформирований в горах будут кратчайшими. Это обещает командование, объясняя тем, что практически все стратегические направления в горах сегодня уже под контролем федеральных сил. Не только Аргунское ущелье плотно закрыто, все предгорье плотно закрыто, по всем направлениям. Горы на юге Чечни уже в ближайшее время станут основной сценой ведения военных действий. Война в горах, как говорят командиры, это особое искусство. И сегодня сюда отдельными группами направляются ветераны войны в Афганистане, способные поделиться своим богатым опытом с бойцами. Пока же полным ходом идет перегруппировка. В Аргунское и Веденское ущелье стягиваются основные силы федеральной группировки. Андрей Кондрашов, Григорий Рудаков. Какого отношения? Единственный в Чеченской республике следственный изолятор. Из более чем 200 его обитателей третье предъявлено обвинение в участии в незаконных вооруженных бандформированиях. До прихода наших войск здесь содержали заключенных чеченцы. Отступая, они разрушили все, что могли, и отпустили на волю преступников. Тем, кто готов был воевать, выдали оружие. Сейчас бывшие заключенные возвращаются в родные пенаты. Вместе с ними сюда собирают всех, кого подозревают в ведении боевых действий против российской армии. Боевиков нет среди? Никак нет. Сейчас, загнанные в угол, эти бравые некогда ребята изворачиваются и лгут как могут. Послушать их, так все они мирные чабаны и земледельцы. Хотя факты говорят о другом. Например, этот человек состоял в банде полевого командира Бугураева. Вот когда ты был в группировке Бугураева, сколько человек там принимал участие в боевых действиях? Где-то человек 17. 17 человек, да? Непосредственно где вы дислоцировались? В Октябрьском районе. Большинство из тех, кто сотрудничает со следствием, с удовольствием рассказывает о злодеяниях своих бывших друзей. При этом всячески принижает свою роль в ведении боевых действий. Если послушать эту женщину, то она сама невинность. Рассказывает, что ее 3 месяца держали в горах боевики. Однако следствие располагает другими данными. Сотрудники прокуратуры уверены, что она работала у бандитов снайпером. Меня держали 3 месяца в горах. Оттуда ушла, пришла к солдатам, попросила помощи. У начальника следственного изолятора Виталия Корчуна работы непочатый край. Не хватает продуктов, медикаментов. Все помещения требуют ремонта. А ведь когда-то, вспоминает заместитель министра юстиции Юрий Калинин, в Чернокозове располагалась образцово-показательная колония. На 2000 год нами запланировано здесь восстановление следственного изолятора. В Грозном я еще не видел его, к сожалению, в каком там состоянии. Нам нужно думать об этом в Гудермесе.
Ну и в других населенных пунктах определенные нужно создавать подразделения для того, чтобы структура полностью работала. В Минюсте шутят. Залогом стабильности. Теперь о других темах. Военные сводки из Чечни. Новые операции на юге республики. По горным районам сегодня наносили удары бомбардировщики или бомберы, как их называют в войсках. Репортаж наших фронтовых корреспондентов Алексея Веселовского и Игоря Малышева. Поселок Шарой на военных картах значится как нежилой, но разведка докладывала, что в окрестностях селения находятся боевики, а само село превращено в одну из баз сепаратистов. Сюда уходили отряды, окруженные Падытум-Кале. Вокруг хребты, высоты достигают 2000 метров над уровнем моря. Плотные лесные массивы, река Шаро-Аргун. Идеальное место для базы. Вот нас выбросили здесь на вертолетах на вот эти горы, а другая колонна пошла по ущелью. Встретились, сбили одну засаду за один день, на второй день там бой был уже в самом селе, там их выбили, 10 трупов мы собрали, по информации местных жителей 5 они унесли с собой, и у них где-то около 15-20 раненых тоже. Мы 3 дня назад ходили по этому маршруту, по которому они отошли, вот, нашли шприцы с кровью. Использованные, вот такой. А куда они сейчас ушли, по вашим данным? Сейчас часть из них вот в этом ущелье, и часть из них, которая переоделась в мирные жители, сейчас вон в Кинхах. Сейчас этот батальон выполняет задачу по блокированию местности. На всех сопках, окружающих Шарой, российские войска. Они сейчас затихли, снег выпал, следы видно хорошо, зная, что мы будем гоняться до последнего за ними, поэтому они сейчас здесь не суются. Тем не менее, иллюзий относительно ухода боевиков из Шаройского района никто не питает. Каждое утро саперы снимают заложенные на дорогах фугасы. Эти снаряды были обнаружены сегодня на Итум-Калинской дороге. Хотя сейчас передвижения автоколонн в горах практически нет. Основной транспорт, вертолеты, летать на нем приходится с максимальной осторожностью. Ущелья местами достаточно узкие, а на склонах легко устроить огневую точку. Военные считают, что сейчас боевики начинают менять тактику, предпочитают отходить без боя, по возможности растворяются в окрестных селениях среди местных жителей, берегут силы. А по Шаровенскому району вот, порядка 600 человек. И то они здорово себя сейчас не проявляют. У них задача то максимально себя обезопасить и найти пути, укрыться, уйти, не оказывая, может быть, даже организованного сопротивления. Боевики не пытаются перегруппироваться, понимая, что большой отряд в горах – хорошая мишень для авиации. Они ждут, и, как говорят военные, ждут весны. В самое ближайшее время военные ожидают активизации боевых действий в горах, и на это их будет толкать даже не обстановка, а скорое изменение природных условий. Через 1,5 месяца в горах на деревьях зазеленеет листва, и воевать армии будет крайне тяжело. Алексей Веселовский, Игорь Малышев, телекомпания НТВ, Чечня. И вот, пожалуй, впервые мы можем показать вам точную карту с линии фронта. Это данные представили военные. Они обозначают линию фронта примерно в 30 километрах к югу от Грозного. Фронт проходит у населенных пунктов Ачхой-Мартан, Шали, Курчелой. Южнее территории, на которых действуют чеченские отряды. В нескольких местах выброшенный десант занял господствующие высоты, как вот эти на хребте Юнерлам. Обозначены укрепленные опорные пункты боевиков Шатой, Меххеты, Харачой. Но у Харачоя чеченцев тоже теснят десантники. Они блокировали боевиков и севернее, у Ведено и у Дарго. По сообщениям военных, чеченцы построили там сложную систему оборонительных сооружений, подходы заминированы. Надо сказать, что современная техника позволяет эффективно делать проходы в минных полях, например, стеной сплошных взрывов. Для этого используются специальные взрывные рукава. Их тянет за собой выпущенный из пушки снаряд. Снаряд падает, и все это взрывается. Но такую тактику не всегда можно эффективно применять в горных условиях. Еще на чеченские темы о заявлениях официальных лиц. Это сообщение мы получили только что, и оно выглядит как сенсация. Представитель президента Сергей Ястрземский заявил, что не исключает, что у Чеченской Республики может быть особый статус в составе Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИТАР-ТАСС. И также, как считает Ястрземский, будут проведены выборы новых руководителей в Чечне. И, как он говорит, ясно, что для решения этих вопросов потребуется политический процесс, процедура переговоров. Пожалуй, впервые российские официальные лица говорят о переговорах, но пока так и не ясно с кем. Еще подробности об операциях в Чечне сообщил журналистам сегодня командующий объединенной группировкой Виктор Казанцев. Появились предположения, что это была последняя пресс-конференция Казанцева в качестве командующего группировкой, и что он ожидает назначения на руководящий пост в Министерстве обороны. Но вечером Министерство обороны опровергло слухи о переводе Казанцева на новую должность.
А сам генерал сегодня рассказал, что в Чечне погиб целый ряд известных чеченских полевых командиров, в том числе и Ваха Арсанов. А что касается вот то, что... Уже точно не только что они уничтожены, но и захоронены. Турпала Али Адгириев похоронен в Старых Атагах. Хункар Паша Исрапилов похоронен в Суворов-Юрте. Леча Дудаев в Алханкале. Исмаилов, Пацаев, Асламбек Исмаилов, Иса Астамиров, Ваха Арсанов, Шатоев, Михаил Дадаев, захоронен в Шатоеве. В то же время западные информационные агентства сегодня приводили заявление чеченцев, что Ваха Арсанов жив и даже виделся на днях с Шамилем Басаевым. Еще из чеченских новостей нашим корреспондентам сегодня удалось взять интервью у одного из двух офицеров, на которого, как говорилось, обменяли корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Офицер рассказал о том, что ему пришлось испытать за 9 месяцев плена. Репортаж наших корреспондентов Алексея Поборцева и Евгения Ковалева. По некоторым данным, перед началом второй чеченской кампании в ямах и подвалах на территории Чечни содержались около 1500 заложников. Судьба многих из них до сих пор остается неизвестной их родным и близким. По словам военных, в результате обмена Андрея Бабицкого удалось вызволить из плена еще 2 российских военнослужащих. Один из них просидел в яме 9 месяцев без 7 дней. Второй, лейтенант, прикрывая отход группы, был ранен и попал в плен в январе. Он позволил себя снять только со спины. О том, что он был в плену, лейтенант решил своей матери ничего не рассказывать. Капитан 3-го ранга Андрей Астранец сейчас тоже лечится в Моздокском госпитале. 12 мая прошлого года он остановил частную машину, чтобы доехать от Каспийска, где он служил, до Махачкалы. Потом, под дулом пистолета и в наручниках, Андрея увезли в Чечню. Вместе с другими заложниками его держали в яме в горах, в лагере боевиков, приблизительно в 30 километрах южнее Урус-Мартана. За 9 месяцев плена Андрей общался более чем с 20 другими заложниками. Некоторых из них сейчас уже нет в живых. Когда мы приехали, вот, начались, нас избивали постоянно, 2 охранника. Вот. Подполковника Жуковский Андрей Андреевич. Его практически каждый день над ним издевались. 3 числа так избили, что 4 утром он, не приходя в сознание, скончался. Это какой месяц? Это было 4 декабря. Ну и 4 декабря также один офицер не выдержал, капитан Бобрищев Дмитрий, напал на охранника, ему отпилили голову ручной пилой. Кроме военных, старшего лейтенанта Виталия Пуганова, подполковника милиции Игоря Старшинова, подполковника Виктора Чижика, в лагере боевиков было много и гражданских пленников. 2 женщины, которые приехали в Грозно искать своих сыновей еще с той войны, Борщева, Екатерина Никифоровна и Ерохина Валентина Александровна. Также там находится сейчас Успенская Ольга Михайловна, Ноздранина. Находится также у них настоятель церкви из Грозного, отец Захарий. А он еще жив? Жив. И его послушник Яков и сторож. Теперь к ситуации в Чечне. Сегодня командующий объединенной российской группировкой генерал Казанцев объявил о гибели вице-президента Чечни Вахи Арсанова. Чеченская сторона это отрицает. И сейчас, я надеюсь, новые подробности мы узнаем от нашего специального корреспондента Ашота Насибова. Он у нас в прямом эфире из Грозного. Здравствуйте, Ашот. Итак, какие у вас последние новости? 20-30 тысяч членов незаконных вооруженных формирований были перед началом их вторжения в Дагестан. Такие цифры привел сегодня Виктор Казанцев. Он сказал, что сейчас в горах осталось от 5 до 7 тысяч боевиков. И, соответственно, акцент военной операции в районе Грозного. В районе Грозного операция уже прекратилась. Теперь акцент смещается на горы. Сейчас армия проводит перегруппировку. Она займет несколько дней, эта перегруппировка. Солдаты отдыхают, набираются свежих сил. И, вероятно, через несколько дней возобновится операция в горных районах. Виктор Казанцев сообщил, что вот в последнее время, в ходе последней операции по взятию Грозного, погиб целый ряд чеченских полевых командиров, в том числе и Ваха Арсанов, вице-президент Чечни. Он захоронен в Шатойском районе. Виктор Казанцев привел целый список чеченских полевых командиров, погибших при выходе из Грозного. Давайте посмотрим. Турпала Али Адгириев похоронен в Старых Атагах. Хункар Паша Исрапилов похоронен в Суворов-Юрте.
лечат туда Балханкале, Исмаилов, Пацаев, Асламбек Исмаилов, Иса Астамиров, Ваха Арсанов, Шатоев. Ашот, а появились ли все-таки сейчас еще какие-то новые подробности вот по поводу этой информации, которую только что озвучил генерал Казанцев о гибели Вахи Арсанова? Ну, во всяком случае, сегодня днем мы получали сообщение с чеченской стороны о том, что Ваха Арсанов жив и общался даже вот в ближайшие какие-то дни с раненым Шамилем Басаевым. Виктор Казанцев сообщил, что трижды перепроверяли информацию о гибели Вахи Арсанова из разных источников, она подтверждается. Вероятно, сообщение чеченской стороны это либо дезинформация, либо это мы имеем дело с двойниками, вполне возможно. Есть предположение, что некоторые чеченские полевые командиры, высокопоставленные деятели, они используют двойников для того, чтобы изобразить себя мертвым и тем самым уйти от ответственности. Мертвецов уже никто разыскивать не будет. С полной уверенностью о гибели того или иного человека можно будет судить только после того, как будет произведено дознание и исследование останков. Сегодня уже поступила информация, что армия начинает покидать Грозный и передавать свои функции в этом городе сотрудникам Министерства внутренних дел, внутренним войскам, милиционерам. Они берут под контроль город, и, соответственно, в дело вступает Министерство внутренних дел. Сегодня сюда прилетел министр внутренних дел Рушайло, с ним был помощник исполняющего обязанности президента России Сергей Стржемский и министр печати Михаил Лесин. Они провели здесь совещание по координации взаимодействия, прочие вопросы обсудили. И вот в момент уже начала этого информационного выпуска взмыла в воздух целая, ну я не скажу эскадрилья, такая туча вертолетов, в том числе вертолетов огневой поддержки. Они обычно сопровождают военно-транспортные вертолеты с высокопоставленными чиновниками, ну когда, естественно, не наносят удары по наземным целям. И можно судить, что вот сейчас Владимир Рушайло только что отбыл из района Грозного. Марьяна. Ашот, а делали ли еще военные руководители какие-то новые заявления о ближайших планах федеральных сил, в частности, в горных районах на юге Чечни? В связи с тем, что функции, например, в Грозном переходят под контроль МВД, Владимир Рушайло заявил, что сейчас милиция будет проверять, милиция, внутренние войска будут проверять подвалы домов и в Грозном, и в некоторых других поселках, брошенные дома, и будет проводить повторные так называемые зачистки. Давайте посмотрим это интервью. Сейчас, вы знаете, в южном направлении сосредоточились представители незаконных вооруженных формирований. Вот. И акценты сейчас мы будем смещать, еще раз, как я уже говорил, в населенных пунктах проводить еще раз более активную работу по зачистке населенных пунктов, выявлению лиц, причастных к действию в рядах незаконных вооруженных формирований. Ну что ж, Ашот, Марина, я хотел... Да, пожалуйста, продолжайте. Я хотел бы единственное добавить о том, что ситуация в районе Грозного все-таки успокаивается. Можно такой вывод сделать на основании того, что сегодня, например, сюда ожидается большая группа иностранных журналистов, около 1,5 десятка. Вместе с тем, по словам сотрудников МВД, которые только что вернулись из Грозного, милиция там все еще находится в достаточно напряженной ситуации, в напряженном ожидании. Они охраняют даже не сколько соседние районы, сколько самих себя, хотя в ближайшее время открывается несколько новых районных отделов внутренних дел. И по ночам из подвалов, из соседних районов просачиваются все-таки вооруженные люди, которые обстреливают сотрудников МВД. Марьяна. Ашот, я благодарю вас за информацию. У нас в прямом эфире из Грозного был наш военный корреспондент Ашот Насибов. Теперь о том, что происходит сейчас в горных районах Чечни, куда после взятия Грозного переместился центр боевых действий. Из Аргунского ущелья репортаж еще одного нашего военного корреспондента Алексея Веселовского. Вертолет движется через перевал Харами, Аргунское ущелье. Под нами позиции российских войск. Установки «Град» сейчас нацелены на село Шаро-Аргун в 15 километрах отсюда. Там обнаружен отряд боевиков.
Это именно та часть Аргунского ущелья, которая уже почти месяц находится под контролем федеральных войск. Части российской армии дислоцируются на высотах, стараясь перекрыть боевикам все возможные подходы к селениям. Горы умиротворяют, и тишина здесь только кажущаяся. Вот с этих сопок за моей спиной вчера позиции российских войск обстреливали снайперы, а чуть дальше, в 7 километрах, по данным военных, укрепился отряд боевиков. По данным командования федеральными силами, группировки российских войск, ведущие боевые действия в Аргунском ущелье, противостоит до 3000 боевиков, и они хорошо вооружены. Необходимую помощь боевики получают в окрестных селах. Существует масса троп, по которым боевики обходят позиции российских войск. Все дороги в горах армия перекрыть не может, поэтому в селениях зачистки проводятся по нескольку раз. В Дай отряды СОБР приехали в 3-й. Зачистка проходит быстро, селение считается дружественным, войска взяли его без боя. Жители говорят, что боевиков и близко не подпускают. Без применения оружия мы обошлись в этот раз. Проверяли в основном паспортно-визовый режим, наличие документов у людей, которые возвращаются после бомбардировок, обстрелов. Сейчас здесь более-менее спокойная обстановка. Задержанным мужчинам возвращают паспорта и отпускают, а машины, большинство из которых в селе ворованные, решено не конфисковывать. Политика войны. Эти люди 4 месяца провели под бомбами, и теперь каждое неосторожное слово может взорвать хрупкое взаимопонимание между армией и сельчанами. С продуктами у нас очень туго. Ничего нету. А то, что у нас есть даже с этим, вот нам этих солдат даже жалко. Они приходят хлеб просить. Вот с ними мы делим. Вкус настоящего хлеба здесь давно забыли, а курицу варят на несколько семей. Сейчас здесь только одна радость от того, что пришли российские войска и встали на окраине села. Это значит, что завтра не прилетят самолеты и не будут бомбить, ведь рядом стоят свои. Алексей Веселовский, Игорь Малышев, телекомпания НТВ, Чечня. Сегодня фракция СПС в Думе призвала исполняющего обязанности президента Путина вмешаться в ситуацию с журналистом «Радио Свобода» Андреем Бабицким, который был задержан в Чечне, а затем будто бы обменен на пленных российских солдат. В заявлении фракции отмечается, что решение об обмене одного российского гражданина на других является абсолютно недопустимым, и что Генпрокуратура должна определить степень ответственности тех, кто виновен в случившемся с Бабицким. В противном случае, говорится в заявлении, СПС будет расценивать произошедшее с журналистом как посягательство власти на свободу слова в России. Сегодня же адвокаты Бабицкого потребовали допустить их к материалам дела журналиста, пропавшего в Чечне. Пока, по словам адвоката Резника, все попытки установить контакт с представителями прокуратуры ни к чему не приводят. И адвокаты фактически также обращаются к Путину. Владимир Владимирович, объявив о том, что он взял ситуацию под контроль, этот контроль не осуществил, по меньшей мере. Но в худшем случае, если действительно это было с его согласия все совершено, я могу только подтвердить, что сказал в своем первом интервью. Владимир Владимирович в таком случае рискует утерять репутацию загадочного черного ящика, который он имеет. Поэтому на этом ящике начнет отчетливо проступать красный цвет с коричневыми прожилками. Вообще власть давно пыталась довольно робко вступать в диалог с обществом. Заявлялось примерно следующее. Мы будем вас защищать от террористов, от бандитов, от преступников, но с маленьким условием, в обмен на права человека. Власти пока не сообщают ничего вразумительного о деле Бабицкого. А министр иностранных дел России Иванов сегодня заявил, что вообще считает вопрос частным. Это вопрос частный, который, конечно же, не может возводиться в рамки национальной политики, а тем более отношений между государствами. Он должен решаться теми компетентными органами, которые его должны решать. К сожалению, это не первый случай, когда такое впечатление, что есть некоторые на Западе, я уж не знаю, как их назвать, коллеги, партнеры, которые так и ждут, за что ухватиться, чтобы сразу вокруг этого раздувать какую-то такую кампанию. Бабицкого чеченским боевикам, его обмен на пленных солдат, все это было санкцией прокуратуры. Генеральная прокуратура вчера заявила, что ничего об этом не знает. Подробнее обо всем Алексей Кандулуков. Российских и иностранных журналистов продолжает беспокоить ситуация, возникшая вокруг корреспондента радиостанции «Свобода» Андрея Бабицкого. 18 января он был задержан в Чечне. 3 февраля его передали неизвестным лицам в масках. Как известили официальные власти, представителям незаконных вооруженных формирований в обмен на 3 пленных военнослужащих. С тех пор от журналиста ни слуху, ни духу. А представители различных ведомств отрицают свою причастность
к весьма странному обмену. Странному с любой точки зрения, в том числе и правовой. Если прибегать к аналогии, то вот то, что произошло, задержание, передача, это похоже на действия бандитов, террористов. Все остальное, информация достоверная, недостоверная, это чисто информационный шум. Сегодня адвокат Андрея Бабицкого Генри Резник сообщил журналистам, что им направлено ходатайство в Генпрокуратуру с тем, чтобы адвокатам предоставили все материалы по делу Бабицкого. Именно прокуратура, как орган, надзирающий за законностью, должна дать содержательный ответ. По мнению адвоката, вся эта история сплошное нарушение закона. Но кроме правовой есть еще и политическая ответственность. Исполняющий обязанности президента в свое время заявил, что дело Бабицкого под его личным контролем. Владимир Владимирович, он, объявив о том, что он взял ситуацию под контроль, этот контроль не осуществил, по меньшей мере. Но в худшем случае, если действительно это было с его согласия все совершено, Владимир Владимирович в таком случае рискует утерять репутацию загадочного черного ящика, который он имеет. Поэтому на этом ящике начнет отчетливо проступать красный цвет с коричневыми прожилками. Я вам отвечу как журналист. Мы знаем, что Владимир Путин был в курсе всех событий. И знал о том, что произойдет. Все разговоры о том, что он узнал все постфактум, это попытка спасти лицо. Между тем, журналисты выяснили несколько деталей происшедшего. На пленке ФСБ, запечатлевшей пресловутый обмен, видны номера машины УАЗ, на которой привезли Бабицкого. 3779 ТК. Это военный номер. И чтобы узнать его принадлежность, достаточно обратиться в военную автоинспекцию, если кому-то из компетентных лиц это интересно. Наконец, узнан и человек на пленке, пояснявший происходящее. Это Игорь Петелин, член рабочей группы при президенте России по делам военнопленных. Журналисты «Радио Свобода» обратились к его непосредственному руководителю, полковнику Константину Голубовскому. Но тот, оказывается, тоже не в курсе. Впрочем, молчание не решение проблемы. Чем меньше ясности в происшедшем, тем более темные мысли приходят в голову. Российские же власти не спешат прояснять обстановку. Алексей Кандулов. И очередное воинское звание. Командование принимает его первый заместитель Геннадий Трошев. В связи с уходом Виктора Казанцева на повышение можно ожидать и других кадровых изменений в руководстве группировкой. Сейчас армия уже уходит из Грозного и передает город под контроль внутренних войск и милиции. Сегодня в город приехал министр внутренних дел Владимир Арушайло. Он сообщил о новых задачах своего ведомства. Предстоят повторные зачистки и проверка подвалов и пустующих домов. Помимо этого, в ряде населенных пунктов у нас имеется информация о том, что часть представителей незаконных вооруженных формирований перемещается и может рассасываться в населенных пунктах. Наша задача выявить их и привлечь к ответственности. Из города периодически доносятся ухающие взрывы. Саперы обрушивают здания, не подлежащие восстановлению. Город настолько пострадал, что сложно вообще говорить о его реконструкции. В ближайшие дни в Грозном будет открыто несколько районных отделов внутренних дел. Пока милиционеры стараются не показываться в городе в темное время суток, в эти часы из подвалов, из соседних районов в Грозный просачиваются мрачные, небритые мужчины, от которых можно ожидать самого худшего. Ашот Насибов, Андрей Селимани, Лежнев и Михаил Колосов. Телекомпания НТВ, Грозный. Еще из новостей о Кавказской войне. Завтра некоторые российские издания, в том числе «Российская газета», «Комсомольская правда» и «Красная звезда», впервые опубликуют официальные списки погибших в ходе операции в Дагестане летом прошлого года. Тогда туда вторглись отряды из Чечни. Сведения о погибших представлены газетам в администрации президента. В этих списках нет только одной фамилии. Публиковать ее не захотели родственники погибшего солдата.
Российское командование намерено в ближайшее время объявить о разгроме боевиков на юге Чечни. Как заявил сегодня командующий объединенной группировкой на Северном Кавказе Виктор Казанцев, в ближайшее время будет сообщено о завершении фазы войсковой операции по разгрому бандформирований в предгорной и горной Чечне. Виктор Казанцев сообщил также о гибели вице-президента Чечни Вахи Арсанова. Когда это произошло, командующий не сказал, но известно, что он похоронен в Шатое. Сегодня на Северный Кавказ вылетели руководители силовых ведомств, начальник Генштаба Анатолий Квашнин, министр внутренних дел России Владимир Рушайло, помощник главы государства Сергей Естржемский и министр печати Михаил Лесин. Они посетят освобожденный Грозный и штаб федеральных сил в Ханкале. Начальник Генштаба намерен утвердить план перегруппировки войск в Чечне. Очевидно, что после этой поездки будут определены сроки вывода федеральных сил из Чеченской республики. А подразделения внутренних войск сейчас проверяют здания и подвалы города. Как говорят военные, они проводят зачистку. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Владимир Рушайло. По его словам, есть информация, что в освобожденные села проникают бандиты, и подразделениям внутренних войск поставлена задача по их уничтожению. Так, минувшим днем сотрудники отделов внутренних дел в освобожденных районах Чечни задержали 47 участников бандформирований. В отношении них выполняются оперативно-следственные действия. В одном из пунктов, где содержатся боевики, побывал наш корреспондент Олег Грознецкий. Последние дни боевики сдаются в плен намного чаще, чем оказывают вооруженное сопротивление. Вот эти люди сложили оружие в районе населенного пункта Закан-Юрт. Почти все они говорят, что попали в бандформирование случайно и в боевых действиях не участвовали. Но кровоподтеки на плечах и предплечьях, ожоги и ранения говорят сами за себя. У задержанных удалось выяснить, что в одном из домов уже 4 месяца содержится наш пленный солдат. Большую часть находился в Грозном. Там сидел в основном у них на базе, в подвале. Быстро, работал там по хозяйству. А как к бандитам попал? Они в плен взяли, когда их разведка подходила к Терскому хребту. На территории Чечни работает 3 фильтрационных пункта. Где они расположены, военные не говорят. И не исключена попытка нападения. Большинству задержанных следователями Генпрокуратуры уже предъявлено обвинение по делу с кодовым названием «Война». В настоящее времени группой задержано уже более 1000 человек. Из них более 500 человек арестовано. Многие из них предъявлены обвинения. На одного следователя здесь приходится по нескольку десятков уголовных дел. Им постоянно угрожают и в Чечне, и в Моздоке, где пока расположена прокуратура республики. По оперативным данным, Хаттаб выделил специальную группу арабов для их поиска и уничтожения. Но сотрудники Генпрокуратуры признались, что надеются увидеть полевых командиров гораздо раньше, среди убитых или задержанных. Олег Грознецкий, Вячеслав Тибелиус, ОРТ, Чечня. В деле журналиста Бабицкого пытаются разобраться в Государственной Думе. Комитет по безопасности направил в силовые ведомства соответствующие запросы. Об этом сегодня заявил его председатель Александр Гуров. Ответов пока не было, но Гуров пообещал, что, получив их, тут же соберет журналистов. Ситуацию с Бабицким сегодня комментировал и министр иностранных дел России Игорь Иванов. Он считает, что некоторые западные средства массовой информации излишне ее драматизируют. Это вопрос частный, который, конечно же, не может возводиться в ранг национальной политики, а тем более отношений между государствами. Он должен решаться теми компетентными органами, которые его должны решать. К сожалению, это не первый случай, когда такое впечатление, что есть некоторые на Западе, я уж не знаю, как их назвать, коллеги, партнеры, которые так и ждут, за что ухватиться, чтобы сразу вокруг этого раздувать какую-то такую кампанию. Я как раз не случайно говорил об информационной составляющей внешней политики. То ультиматум в Грозном, то детям с 10 лет не пропускают на КПП, еще что-то. И сразу вокруг этого открывается новый фронт информационный с тем, чтобы исказить те цели и задачи, которые ставят федеральные органы на Северном Кавказе. Я думаю, что как они появляются, так они исчезают.
Это заявление министр иностранных дел России сделал в Госдуме. Он сегодня знакомился с членами Думского комитета по международным делам. Среди приоритетов российской внешней политики Игорь Иванов назвал защиту национальных интересов России и обеспечению безопасности и территориальной целостности. Министр надеется на плодотворное сотрудничество с депутатами. Есть ряд командиров, которые находятся сейчас в плену. Но я не хочу называть их фамилии, потому что они сейчас находятся на разработке. Сегодня же провел рабочее совещание в Моздоке, а затем прилетел в Ханкалу министр внутренних дел Владимир Рушайло. Основная цель – уточнение задач на месте в связи с освобождением Грозного. Акценты сейчас мы будем смещать, еще раз, как я уже говорил, в населенных пунктах проводить еще раз более активную работу по зачистке населенных пунктов, выявлению лиц, причастных к действию в рядах незаконных вооруженных формирований. Сегодня в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе дали понять, что на финальной стадии войсковой операции в Чечне в командном составе возможны изменения. В частности, перед Виктором Казанцевым могут быть поставлены другие задачи, а на его место назначен Геннадий Трошев. Однако, какие бы изменения ни происходили в дальнейшем, по словам Виктора Казанцева, делать из этого информационного взрыва не следует. Александр Яковенко, Ольга Кузнецова, служба информации ТВ-6, Чечня. Отражают попытки бандитов прорваться на юг. Впрочем, по данным из чеченских источников, маджахеды полностью контролируют обстановку в ущелье. Федеральное командование сообщает, что бандформирования, вышедшие на днях из Грозного, попали в плотное кольцо российских войск. Военные убеждены, что крупным отрядам экстремистов из окружения вырваться уже не удастся. В то же время командующий объединенной группировкой Виктор Казанцев заявил, что в ближайшее время некоторые части Минобороны и МВД будут выведены из Чечни. Тем временем не иссякает поток беженцев из Чечни. Как свидетельствуют наши корреспонденты, среди переселенцев, вынужденных покидать родные места, немало чрезвычайно ослабленных, больных и раненых. Репортаж из Владикавказа. В этой клинике почти не осталось свободных больничных коек. Во всех отделениях лечатся жители Чеченской Республики. На каждого из них заводится медицинская карта, на которой выставлен особый красный знак. К людям с такими картами повышенное внимание врачей. Клиническая больница работает в экстренном режиме, и дополнительное количество больных, естественно, накладывает определенный отпечаток на работу. Коллектив справляется с потоком этих больных. Состояние большинства людей, поступающих в Северную Осетию из Чечни, врачи оценивают как крайне тяжелое. Это реанимационное отделение больницы. Сейчас здесь находятся двое жителей Грозного. Клавдия Ивановна Шавшина пыталась вытащить из-под обстрела раненого 18-летнего сына. Это было несколько дней назад, во время боевых действий на улицах Грозного. Сын погиб, а сама Клавдия Ивановна получила тяжелые огнестрельные ранения. Во Владикавказ ей помогли добраться российские солдаты. После больницы Клавдии Ивановне идти некуда. Единственная надежда на сына Сергея. Он живет в Воронежской области. В больнице скорой помощи острая нехватка медикаментов. Эта проблема ставит под угрозу жизнь не только Клавдии Шавшиной и других пострадавших, но и десятков больных людей, которые просто не могут сами купить себе лекарства. На днях в реанимационном отделении скончалась жительница Грозного Галина Осокина. У нее осталась дочь, 20-летняя Юля. Пережить это горе Юле помогла медсестра Ира Таболова. Она привела осиротевшую девушку к себе домой. Владимир Сафарбиевич и Зарета Георгиевна приняли Юлю как родную дочь. Юля пришла, я ей говорю: Юля, вот ты, я говорю, в нашем доме, как вот у меня одна дочка и 3 сына. Вот я говорю, ты будешь вторая, ты не переживай, ни о чем не думай. Я говорю, вот мы будем кусок хлеба есть, и она, ты тоже будешь. Новые соседи Юли говорят, что сегодня, как никогда, людям нужно сохранить в своем сердце тепло и поделиться им с теми, в чей дом пришла беда. Тимур Кусов, Олег Дубинин, с места события специально для ТВЦ, Владикавказ. Этого акта пока далеко. Можно было бы улыбнуться в ответ на угрозы Басаева разделаться с Россией, когда наши войска практически взяли Грозный, но, поверьте, улыбки преждевременные. Были мы в Гудермесе, а когда мы были в Гудермесе, мы вот узнали, что, оказывается, вот в городе есть боевики. Они просто перешли на нелегальное положение. Вот. А когда ехали по городу, а с нами был, так сказать, чеченский товарищ энергетик, он говорит: вы знаете, что они кричат? Что мы за вас примемся. Мирные граждане, раздавленные мощью российской военной машины, как это любят преподносить некоторые наши коллеги. Представить себе картину, известную нам, я не знаю, по воспоминаниям, я не знаю, по фильмам, по нашим архетипам, да, что вот идут немцы. Представлять себя, будто мы немцы, вот, которые идут по селу, и все перед ними покорно опускают глаза, нельзя. Они смотрят достаточно уверенно. Вот, так сказать, они смотрят с достаточным вызовом. Здесь ни для кого не секрет, что федеральные власти связаны по рукам и ногам многочисленными международными обязательствами, ограничивающими Россию в выборе средств ведения антитеррористической акции. Парадокс.
Но продемонстрировав силу и мощь авиационными и артиллерийскими ударами, центр становится почти беспомощным в дальнейшем. Это хорошо знакомая картина. Так называемая зачистка внутренними войсками освобожденных от боевиков населенных пунктов. Они могут найти в этом доме Зиндан, подземную тюрьму, там, может быть, оружие, хотя оружие, как мы говорили, стараются не держать. Вот. Дальше они находят подозрительных личностей, да, так сказать. Что дальше? Только на допрос, куда-нибудь повыше в штаб. Дальнейшая судьба неизвестна. Мы сейчас, почему? Мы боимся обвинений так называемой мировой общественности в том, что мы устраиваем гуманитарную катастрофу, ведем неполиткорректную войну. Мы вот сейчас отказались от практики фильтрационных лагерей. Можно представить эмоциональный шок нашей либеральной интеллигенции, если в обиход операции на Северном Кавказе будут введены такие понятия, как фильтрационные и концентрационные лагеря. Но практика ведения подобных действий показывает, что в противном случае мы обречены на длительную партизанскую войну. Предпосылки этого были видны еще в начале конфликта с Дудаевым 6 лет назад, когда в российских госпиталях появились первые раненые из Чечни. Там лежал один солдатик на носилках, мне он больше всего запомнился. Молоденький совсем такой. Они были в Сибири, что ли. Не будем называть имя этой женщины. Она, как и ее семья, русские беженцы из Чечни первой волны 93-го года. Они даже вот просто внешне чисто не могут отличить, русский, чеченец или кто это вообще перед ними. А камуфляж у всех одинаковый, наверное. И вот он лежал на носилках, у него ранение или в спину, или в живот было, я уже сейчас точно не помню. Я говорю, ну как же, мол, ты так? А он говорит, ну тот, кто, значит, на него стрельнул, он, говорит, пожилой был мужчина, в камуфляже чеченец, говорит. И он, я, говорит, на него наставил, он говорит, ты что, мол, не стреляй. И мне, говорит, его жалко стало, я не стрельнул. Я, говорит, опустил, повернулся, пошел, говорит, а он в меня, говорит, стрельнул. Тогда все только начиналось. Сегодня у бандитов есть опыт, а вероломства и наглости и тогда было не занимать. Более благоприятная ситуация может наставить двояко. Первое – это потепление, это весна, это появление зарослей, так сказать, знаменитые зеленки, когда можно будет развернуть партизанскую войну. По методу батьки Махно хорошо ударил, рассыпался, ушел. И второе, они явно рассчитывают на то, что Россию додавят на международном уровне, что Россию задушат. То есть недачей кредитов, угрозами санкций, тем, что информационная война внутри России, ну, так сказать, подорвет массовую поддержку этой операции в Чечне. И пока боевики есть, пока они не уничтожены и ведут боевые действия, пока они просачиваются и консервируются, строить сейчас какие-либо планы создания цивилизованного порядка, как вы говорите, или восстановления экономики достаточно трудно. Нам подсказывают решение – вывести войска из Чечни и сесть за стол переговоров. Давайте уйдем из Чечни. Мы получим, война не остановится. Это, да, то, что сами эти полевые командиры, это большевики типичные, которые свой народ тоже уничтожат, в конце концов. Туберкулез их выкосит. Неважно, но те несколько лет, за которые это будет происходить, вот, мы получим очаг экспорта войны, терроризма, работорговли. А эти люди в границах Чечни не останутся. Первыми это поняли в соседнем с Чечней Ставрополье, куда на протяжении нескольких лет совершали безнаказанные набеги бандиты из Затерика, угоняя скот, похищая людей. Людей, которых не могли защитить, так как территория Чечни для России де-факто с 1994 года оставалась территорией иностранного, суверенного государства, границы которого для следователей МВД, разыскивающих похищенных, оставались закрытыми. Если оружие, то только имеют право держать чеченцы, ингуши, все не русские национальности. Не дай бог появилось хоть какое-то оружие у казака или у русака, чтобы свой дом защитить, своих детей. Моментом милиция, моментом все правительство, вот такие рты пораскрывали и пошло и поехало. А почему? А тогда почему говорите, что как народ тогда встанет с колен? Так он и будет на коленях, потому что свое правительство само гнет его и не дает подняться. Этот диалог с беженцами из Чечни мы снимали в станице Курской летом 1998 года. В Кремле был Ельцин, в доме на набережной Кириенко. Да, впрочем, так ли это важно? Спокойно, диаспоры в Москве, и чеченские, там, да, армянские, азербайджанские, все. Как только русские попытаются что-то сказать, уже начинают писать и в газетах, вот и мы здесь живем, фашисты, националисты и так далее, и так далее. Станица более-менее живут русские, казачья станица. Как только собирается какой-то казачий митинг, просто ничего, против правительства, сразу моментом. Националисты такие, вот вы всякие, фашисты русские. Как может быть русский фашист, если он за своего народа? Он у себя в России, за свой народ, какой же он фашист? Он что, полез куда-то? Я что, у кого-то кусок хлеба отнимаю?
Это меня выгнали, вышвырнули. А теперь же я считаюсь фашист или националист, если я выйду и за себя начну, свою защиту начинаю открывать рот. Эти люди уже несколько лет живут в России, но уверенности, что однажды в их дом не ворвутся вооруженные бандиты из-за терека, у них до сих пор нет. Как нет уверенности, что их хотят и могут защитить. Об этих людях предпочитают молчать. Их трагедия не может рассчитывать на место в первых полосах газет. Слушают других. Видно, что люди эти, это профессиональные агитаторы, они рассказывают, какие ужасы творят здесь русские, как им тяжело жить. И вот на фоне, значит, иностранцы, совершенно не смущаясь, так сказать, антуражем, вот стоит роскошный дом, этот собор готический, выходит человек, начинает рубить дрова, такие тонкие дрова, и вот, значит, BBC, там, или я не помню кто, значит, снимает трогательную картину, как, до какого варварства довели русские. Соответственно, фактически мы возили на своей загривке, мы возили людей, которые работают против нас, которые интересуются только, так сказать. Ты имеешь в виду иностранных корреспондентов? Да, иностранных корреспондентов. Работа была четкая, установка была четкая. Ну, понятно, с ними трудно тягаться, $1000 в день командировочных. Вот. А если учесть, что многие чечены за $100 тебе споют все, что угодно. В условиях возможной партизанской войны информационная политика федерального центра должна быть более чем жесткой. Можно ли это предположить, если власть растерялась перед воем оплаченных радио и телеканалов по поводу задержания в полосе боевых действий корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого? Причастность Конгресса Соединенных Штатов к финансированию данной радиостанции дает много поводов к размышлению о подлинных целях и задачах сотрудников этого рупора в зоне конфликта. И размышлять здесь положено по штату не более чем майору военной контрразведки. А тут дело на контроль берет исполняющий обязанности президента. В Чечню летит исполняющий обязанности генпрокурора со своим заместителем. Чтобы избежать международного скандала? Ну, коли так, тогда рукой подать и до международного вмешательства в ход Кавказской операции. Я скажу так, война в Чечне, скажем даже так, умиротворение Чечни, это не только война, это экономическая ее, как говорится, нормализация, возрождение. Она должна стать войной против коррупции во всей России, против преступности во всей России. Войной за подъем промышленности, войной за, я считаю, уже конфискацию преступных капиталов, которые были вывезены из России, войной за насильственное возвращение украденных у нас денег. Вот. Только когда эти условия будут выполнены, мы сумеем свою страну сохранить и экономику поднять. Нет, альтернатива одна смерть. Альтернатива война на юге, а вполне возможно, что в 2005 году, если у нас начнется война на юге, это вступление в войну в Турции. А если мы к тому времени не сумеем развернуть достаточно ядерных сил, уже новых ядерных сил, взамен выходящих из строя советских, то это бомбежки с воздуха по образцу Югославии. Я в этом уверен. Вы сами видите, что сейчас, если вы посмотрите, как начиналась война в Югославии, с какого информационного наката. На всех информационных перекрестках твердили о нарушении прав албанцев в Косово. Робкие попытки доказать, что именно албанские сепаратисты истребляют сербов, мировая общественность старалась не замечать. В результате военная операция НАТО. Чечня. Западная пресса не устает твердить о гуманитарной катастрофе. Со стороны федерального центра, в отличие от Милошевича, незаметно даже попыток представить бандитов Басаева и Хаттаба как банальных убийц и грабителей. Вернувшийся после политических метаний в лоно Кремля Истржемский озвучивает сухие сводки Генштаба, чем мало влияет не то что на сознание международного сообщества, на настроение своих же, российских граждан. Результат? Пока о нем рано говорить, но вот пополз вниз рейтинг кандидатов в президенты Владимира Путина, чья твердая позиция в разрешении Кавказского конфликта снискала ему доверие большинства россиян. Мы все по лидеру соскучились, по, так сказать, твердому человеку. Но если этот кредит доверия не будет реализован, то та смертельная опасность, которая над нами нависла, она оборвется, обрушится к нам на голову. Вот. Я не хочу ничего предсказывать. Вот. Пусть Владимир Владимирович, я бы был бы очень рад, если Владимир Владимирович Путин оправдал то доверие, которое ему пока наш народ наделяет. Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз
в Воздвиженской угнали 8 лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Лев Николаевич Толстой,